Здравствуйте, меня зовут Ижбаев Артем, я ученик 10 класса школы номер 13 города Якутска, и тема моего исследования – стратегии распространения навыков ПМП при клинической смерти среди учащихся школ на примере моей школы. Структура моей работы состоит из ответов на вопросы, которые я ставил себе в ходе выполнения исследования, они помогут качественно раскрыть тему. Тему исследования уже назвал, цель – изучить стратегию распространения навыков среди учащихся школ, задача – определить текущий уровень знаний обучающихся, изучить эффективность проводимых реанимационных мероприятий детьми, взяв за основу интервью с медработниками не только Республики Якутска, но и всей России. Определить рекомендуемый возраст для преподавания материалов, создать минимальный макет учебной программы для школьников, доказать необходимость внедрения данной программы в учебный план школ города Якутска и республики. Гипотеза исследования заключается в том, что если мы введем в школу обязательную программу по ПМП при клинической смерти, то среди всего населения увеличится уровень владения навыками ПМП и качественно уменьшится количество смертей. 5 минут – это время, за которое клиническая смерть переходит в состояние биологической смерти, если не оказывать медицинскую помощь, а 20 минут – это временной промежуток, за который бригада СМП должна доехать до места вызова. 1 к 20 – это шанс выжить при внезапной остановке сердца. По данным Минздрава России, в год от ВОЗ умирает до 250 тысяч человек, не говоря уже о других причинах. На процент выживаемости влияет большое количество факторов. Основные из них – это отсутствие навыков ПМП и отсутствие необходимого оборудования. Как это исправить? Для этого разделил работу стандартно на теоретическую часть и на практическую. В теоретической части мной были изучены все необходимые материалы по теме и качественное взаимодействие с детьми. Практическая часть состоит из анкетирования среди школьников, интервью с медработниками, занятиями с детьми, анализа полученных результатов, оценкой предположительной стоимости занятий и далее выводы. Зачем? Все сводится к снижению уровня смертности. Эффективность занятий. На диаграмме мы видим то, что подавляющее большинство школьников не знают, как оказывать ПМП при клинической смерти, но после одинарного занятия они все усвоили алгоритм. Также большинство школьников поделились информацией с окружающими. Интервью с медицинскими работниками, их было 5. Выбрали возраст для преподавания программы 12 лет. Заявили, что дети могут выполнять реанимацию, но на практике из-за медицинской неграмотности такого никогда не было. Я проводил профильные занятия учебные в 3 классах, 4, 7 Б и 10, специально выбрав разницу в 3 года, младшей, средней и старшей школы соответственно. Основываясь на полученных результатах тестирования школьников, можно сказать, что текущая медицинская грамотность учеников школы крайне низкая. Основываясь на полученных результатах тестирования медиков, можно сказать, что такая обстановка имеется не только в нашей школе, но и в школах по всей России. Ученики смогли выполнить роль распространителя информации, следовательно, целесообразно дополнить школьный курс учеников республики и города дополнительной обучающей программой, которые представлены на ваших экранах. Возможные затраты. Методические рекомендации будут стоить примерно 16 416 рублей, тренажер примерно 26 254 рубля, а робот-тренажер примерно 156 530 рублей. Закупки тренажеров можно проводить раз в минимум 5 лет в случае отсутствия поломок по мере эксплуатации. И введение программы обучения никак не навредит учебному процессу и развитию обучающихся, а также программа, имея стратегический статус, имеет огромные перспективы. Ну и также есть прогноз, что ученики младших классов по мере обучения в средней и старшей школе привыкнут к занятиям, будут уметь в полном объеме оказывать первую медицинскую помощь при клинической смерти на машинальном уровне. Следовательно, исходя из всех вышеназванных результатов, анкетирования и в целом всей работы, да, действительно, гипотеза работает. Спасибо за внимание.